Доброе утро! Мы приветствуем всех наших телезрителей, кто ежедневно встречает утро с нами на телеканале Якутия-24 и НВК Саха. Сегодня это утро с вами вновь встречаю я, Дарья Анкехова. И, конечно, мы, как всегда, напоминаем о том, что работаем мы в прямом эфире. И у нас, как всегда, есть активные рабочие номера, куда вы можете в течение эфира отправлять свои вопросы, пожелания. Возможно, передать привет желаете. Для этого у вас есть ближайший час. Еще раз говорю, у нас есть активный WhatsApp номер, а также Telegram-страничка. За всем этим мы следим прямо в прямом эфире, поэтому я думаю, если вдруг вы пожелаете стать участником этого эфира, у вас есть на это ближайший час. Ну а сегодня на календаре 28 сентября. И вот что, о чем мы поговорим сегодня в рамках нашего эфира. Сегодня мы расскажем, как идет подготовка к пожароопасному сезону в следующем году. Об этом нам расскажет первый замминистра экологии, природопользования и лесного хозяйства республики. А также поговорим мы сегодня о том, чем же может быть вызван кашель, ведь не всегда это зависит от ОРВИ и гриппа. Своими впечатлениями из экспедиции из города Ржев по поиску останков солдат, которые погибли во время Великой Отечественной войны, поделится отряд поисковиков. Еще сегодня мы узнаем, что же такое букнук. Действительно, для многих это слово, возможно, неизвестно, поэтому оставайтесь с нами, обязательно узнаем, что же такое букнук. И сегодня будут также полезные советы о том, как можно успокоить беспокойного грудного ребенка. Ну и также мы ждем в гости сегодня специалиста из Центра «Мои документы», который расскажет, какие же пособия должны получать многодетные семьи. Ну и обо всем об этом по порядку. Ну а начнем мы, как всегда, с рассказа о погоде. В центральных районах температура воздуха на 6 часов утра была на отметке -1 градус. В Заречной группе -2. В южных районах 3 градуса ниже 0. В Вилюйской группе -1, -4. В Нижнееленских 0 градусов. В западных районах 3 со знаком минус, в Колым-Андигирской группе улусов 5 ниже 0. В Янских районах 3, на северо-западе 0 градусов. В Якутске температура воздуха на 6 часов утра была на отметке 0 градусов. Атмосферное давление 747 миллиметров ртутного столба. Ветер западный 1 метр в секунду. Сегодня днем преимущественно без осадков. Ветер северо-западный 3,8 метров в секунду. Температура воздуха ожидается до +4 градусов. Тем временем, пока вы спали, обнародованы предварительные результаты референдумов о вхождении в состав России. Так, по предварительным итогам голосования в ДНР за проголосовало 93,95%, обработано 31,74% протоколов. В ЛНР проголосовало за 98,53% из обработанных 82% протоколов. В Запорожской области Украины за проголосовало 92,81%. На данный момент обработано 84,52% протоколов. В Херсонской области Украины за проголосовало 86%. И из обработанных 76% протоколов. Об этом сообщает «Коммерсант». На госуслугах заработала форма для оформления отсрочки от призыва в рамках частичной мобилизации для IT-специалистов. Об этом во вторник, 27 сентября, сообщили Минцифры. К новостям из мира науки. Арктика и Крайний Север больше остальных подвержены переменам климата. Если начнется таяние вечной мерзлоты, то появится огромное количество экокатастроф. Кроме того, приближается кризис ветряной энергетики. В настоящее время пользующийся популярностью ввиду сильных ветров. По мнению исследователей, надо повторить эксперимент Якутии, куда приблизительно 30 лет назад привезли верблюдов и бизонов. В итоге на территории, где находились верблюды, температура на 5-6 градусов стала ниже, нежели если бы она была до того, как они там не жили. Животные с большей вероятностью будут заселены там, где исчезает холодная мамонтовая степь. Пока там находились мамонты, они объедали хвою и за счет этого снижали температуру окружающей среды. Впоследствии они вымерли, и температура увеличилась. По мнению исследователей, верблюды смогут заменить доисторических животных.
Этой ночью ушел из жизни Борис Моисеев. Он был знаковым артистом отечественной эстрады в лихие 90-е, а его песня «Голубая луна» являлась настоящим хитом. А сам он стал одним из первых, кто проводил крупные профессиональные шоу на сцене. Артист перенес несколько инсультов в последние годы, почти не выступал на сцене, поскольку не хотел, чтобы его всегда яркого, жизнерадостного и блестящего видели ослабевшим и почти беспомощным. В памяти он навсегда останется яркой, неоднозначной фигурой отечественного шоу-бизнеса. Ну а давайте сейчас узнаем, чем же еще запомнился этот день в истории. На календаре 28 сентября. Сегодня отмечают День генерального директора, День работника атомной промышленности, День рождения ломбарда, День радиоэлектронной разведки ВМФ Российской Федерации, День добрососедства, Международный день права знать. События в этот день. В 1618 году в Брюсселе открыт первый в мире ломбард. Образован первый интернационал – Международное товарищество рабочих. В Санкт-Петербурге открылся Академический драматический театр имени Комиссаржевской спектаклем «Уриэль Акоста». В 1919 году был открыт Латвийский университет. В СССР принято положение о рабочей крестьянской милиции. Постановлением ЦИК СССР Западно-Сибирский край разделен на Алтайский край и Новосибирскую область. Никита Сергеевич Хрущев избран первым секретарем ЦК КПСС. В этот день родились Микеланджело де Караваджо, итальянский живописец, один из крупнейших мастеров барокко. Надежда Дурова, первая в русской армии женщина-офицер, писательница. Анри Муассан, французский химик, нобелевский лауреат. Джон Френч, британский военный деятель, фельдмаршал. Борис Ефимов, советский художник-график, мастер политической карикатуры, народный художник СССР. Ираклий Андронников, советский писатель, литературовед, мастер художественного рассказа, телеведущий. Питер Финч, киноактер, обладатель премии «Оскар». Марчелло Мастроянни, итальянский актер кино и театра. Бриджит Бардо, французская актриса, певица, общественный деятель. Именины сегодня отмечают Ян, Яков, Степан, Петр, Николай, Никита, Максим, Макар, Леонид, Иосиф, Игнат, Иван, Дмитрий, Григорий, Богдан, Андрей, Мария, Людмила, Евдокия. И еще одна новость. На днях сотрудниками иркутского питомника К9 поступил звонок. По дороге на Байкал лежала сбитая автомобилем косуля. Очевидцы сразу остановились, удерживали ее, ведь животное пыталось встать с поврежденной ногой и могло повторно попасть под машину. Сотрудники питомника выехали на место незамедлительно. Ветеринар Дарья Жданова рассказала, что сейчас за пострадавшим животным ежедневно ухаживают сотрудники заведения. Травматологи пока не уверены, что косуля после перенесенных травм сможет вновь вернуться в дикую природу. У косули перелом эпифизарной бедренной кости. Прогноз осторожный, но мы даем шанс. То есть мы созванивались с травматологами Иркутской области, ну и не только Иркутской области. Они сказали, что шансы есть, но 50 на 50. Косуле был наложен гипс с повязкой и ставятся ежедневные уколы обезболивающие и курс антибиотиков. Мы очень часто говорим о таких примерах, когда именно человек помогает братьям наших меньших, и неспроста. Ведь действительно такие примеры, они как-то создают некую такую веру о том, что все-таки та ниточка между животными и людьми, она существует, и кто, если не мы, должны помогать им в первую очередь. Ну а у меня тем временем уже появился в студии наш утренний гость. Минэкологии вот уже 28 лет на защите природы. В связи с этой датой сегодня у нас в гостях Семен Яковлев. Это первый заместитель министра экологии и природопользования и лесного хозяйства Республики Саха-Якутия. Семен Илларионович, доброе утро. Доброе утро. Десантники пожарные авиаотделения республики готовятся к пожароопасному сезону следующего года, то есть 2023. Обычно эта подготовка проходила весной, но мы знаем, что сейчас она проходит уже осенью. С чем это связано и для чего это сделано? Во-первых, подготовка 2023 года у нас началась еще осенью этого года. 7 километром Маганского тракта в городе Якутске. Мы готовим сейчас наших десантников
которые спускаются 7 раз прыгает с парашюта и специальных этих трусов спускается на тот участок, который было предназначено. И, соответственно, это очень скрупулезная работа, поэтому требуются навыки, знания, физическая хорошая подготовка и так далее. А с чем связан вот перенос этой подготовки с весны на осень? Так, здесь у нас мы пока 30 человек готовим, и, соответственно, это весной более масштабно тоже будем провести подготовку эту. Почему? Потому что во всех, скажем, авиаотрядах республики мы готовим этих парашютистов и десантников, которые прыгают с этих острова. То есть мы хотим количество увеличить, Да, правильно? да. Поэтому и весной, и осенью. Хорошо. Не так давно состоялась жеребьевка по распределению разрешений на добычу охотничьих ресурсов. Расскажите, в чем суть этого мероприятия и разрешения на какие виды ресурсов получили охотники? И вообще, сколько всего разрешений в этом году? Но мы это ежегодно проводим с помощью генератора случайных чисел. Оно проходит на Кирова-19. Здесь у нас есть комиссия работников Министерства экологии, Союза охотников общества, и, соответственно, 903 лицензии мы разыграли, более 24 тысяч заявлений было, и в основном вот это 203, оно из общего количества 35% только занимает. Здесь благородная олень, дикая северная олень, лось, косуля, кабарга и так далее, снежный баран. И, соответственно, по госуслугам в течение 5 дней те, которые выиграли эту, скажем, жеребьевку, получают уведомление и, соответственно, подают заявление. И на месте здесь получают это лицензию Вот на мы сейчас, добычу. да, мы вот сейчас видим, как проходит жеребьевка, да, очень много любителей охоты сидят, переживают, да. Почему вообще, да, проводите именно в виде жеребьевки это, и что дает подобный опыт? Да, здесь, согласно 209 федерального закона, с 1 августа начинается оформление лицензий. И, соответственно, жеребьевка, оно случайных чисел электронно проходит. И те, которые подают заявление, которые не получившие ранее лицензии, они участвуют в этом направлении. И, соответственно, случайных чисел подпадает в этом мире. Семен Илларионович, мы продолжим эту беседу сразу после новостного блока. Доброе утро, коллеги. Доброе утро, Якутия. Вы смотрите новости. Республика занимает вторую строчку среди регионов Дальнего Востока по объему ввода индивидуального жилья. Об этом рассказал глава Восток Госплана Михаил Кузнецов. Расширение ипотеки на ИЖС позволило разрушить миф о том, что дальневосточники предпочитают жить в многоквартирных домах. Здесь введено в первом полугодии текущего года 1 миллион 74 тысячи квадратных метров индивидуального жилья. А Дальневосточный регион занимает второе место в России по доле ИЖС 74%. Лидером по этому показателю стал Приморский край 26%. Далее идет Якутия, на которую приходится 15%. По 13% на Бурятию и Забайкальский край. В целом прирост индивидуального жилья составил 72%. В Москве состоялся межрегиональный форум внедрения и реализация комплексного энергосбережения. Он проводится во второй раз и в этом году в очном формате на площадке постоянного представительства Якутии в столице. Организаторами выступают Министерство ЖКХ и энергетики Якутии и Республиканский центр развития ЖКХ и повышения энергоэффективности. Проведение этого форума в Москве позволило получить обратную связь от федеральных органов госвласти на проблемы правового регулирования, с которыми сталкиваются регионы. Обсуждение получилось действительно плодотворным. На площадках форума работали депутаты Госдумы, представители профильных министерств и ведомств, а также бизнеса.
Сфера жилищно-коммунального хозяйства, она всегда была чувствительной для населения, для каждой семьи, особенно по капитальному ремонту жилого фонда. Здесь требуется дополнительно принимать решения, которые уже в первом чтении, например, прошел закон по техническому состоянию многоквартирных домов, и в том числе и по капитальному ремонте. Вот этот мониторинг и важность обследования жилищного фонда, многоквартирных домов. То, что касается непосредственно внедрения многосервисных контрактов, они сегодня у нас в республике идут неплохо по бюджетному сектору, но пока очень медленно мы реализуем их по многоквартирным домам. Цели нашего форума сегодня по итогам обсуждения получить те качественные рекомендации, которые позволят настроить региональное законодательство прежде всего в области энергосбережения. Второе – это то, что нужно признать комплексность и необходимость комплексного подхода к этим вопросам. Ну и третье – необходимо обменяться мнениями и лучшими практиками по поводу тех передовых инициатив, которые сегодня имеются у отдельных регионов. Городские и районные больницы республики продолжают получать новые автомобили в рамках региональной программы модернизации первичного звена здравоохранения. Республика закупила 22 машины УАЗ общей балансовой стоимостью более 35 миллионов рублей для медицинских учреждений, оказывающих первичную медицинскую помощь. В эти дни городские и районные больницы их получат. Это якутские горбольницы номер 2 и номер 3, Айхальская городская больница, Амгинская, Верхнеколымская, Верхоянская, Вилюйская, Кобяйская, Ленская, Мирнинская, Момская, Нижнеколымская, Аймиконская, Лёкминская, Таттинская, Усть-Майская, Устьянская, Чурапчинская, Ивано-Матантайская и Горная центральные районные больницы. 6 детских садов на 260 мест ведут в этом году в Верхневилюйском, Вилюйском, Нюрбинском, Сунтарском, Среднеколымском и Усть-Алданском районах. Также откроют 4 школы сада в Верхневилюйском, Жиганском, Нюрбинском и Чурапчинском районах. Всего по республике сейчас 735 детских садов. Их посещают более 66,5 тысяч воспитанников и работают там 8270 человек. Кадры для системы дошкольного образования готовят Педагогический институт Северо-Восточного федерального университета, а также педагогические колледжи Якутский, Намский и Вилюйский. В детских садах республики реализуют свыше 10 проектов для развития дошкольников. Среди них есть такие проекты, как «Одаренный ребенок», «Шахматы детям», «Детские сады детям», «Полилингвальный детский сад», «Виртуальный детский сад», «Детский сад без границ», «Ведедо», «Музыка для всех», «Рисуем все», «Я исследователь», «Экономика для дошколят» и «Экологическое воспитание дошкольников». С 29 сентября во всех кинотеатрах республики выйдет новая якутская комедия «Зина и Леха. Операция «Хвост и вымя». Всеми полюбившиеся герои юмористических роликов в полнометражном метре покажут про свои приключения в деревенской жизни, на настоящей дружбе и о любви. Режиссер фильма Роман Дорофеев, оператор Тим Третьяков. В фильме снимались известные якутские актеры Алексей Михайлов, Иннокентий Хористов, Илья Шумкин, Екатерина Хаютанова и многие другие. Картину снимали прошлым летом, съемки шли на протяжении месяца в Хангаласском Улусе. Накануне состоялся пресс-показ фильма. Как отметили создатели фильма, каждый зритель остался доволен. В главных ролях снимались Иннокентий Хористов, Елизавета Долбараева, Карина Семенова, Илья Шумкин и я. Жанр нашего фильма – это якутская классическая комедия. Привет из 2000-х. И дань уважения нашим коллегам, друзьям из творческой группы «Детсад». И всех ждем 29 сентября во всех кинотеатрах Республики Саха-Якутия. И мы вновь в эфире. Вы смотрите «Утро Якутии». И рядом со мной находится первый заместитель министра экологии, природопользования и лесного хозяйства Республики Саха-Якутия Семен Илларионович Яковлев. И до ухода на новостной блок мы говорили о том, как прошла жеребьевка на получение разрешения на охоту в этом году. И, значит, мы посмотрели даже кадры, как проходит жеребьевка. Вот что далее? Прошла эта жеребьевка, и как человек сможет получить то самое долгожданное для каждого жителя республики разрешение? Но через госуслугопортал мы направляем заявителю, те, которые участвовали в итоге жеребьевку, и
Он подает тоже заявление через госпортал услуг, где и в какое время хочет получить эту лицензию. И, соответственно, эту лицензию мы готовим и выдаем. Вся информация находится на сайте Минэкологии. То есть подробную информацию можно Да, получить? подробная информация все там находится. А что касаемо последних мероприятий и акций, мы знаем, что Якутия присоединилась к такому всероссийскому субботнику, как «Зеленая Россия». А что будет проводиться в рамках этого мероприятия у нас в республике? В рамках этого мероприятия у нас проводится ряд мероприятий по, скажем, газодобывающей, нефтедобывающей компании «Татнефтегаз-добыча». Как раз они инициировали это мероприятие. И, соответственно, Министерство экологии в этом направлении со всеми недропользователями, передопользователями работает. Для восстановления они последние 2 года посадили более 136 гектаров деревьев, сосны и так далее. И ряд мероприятий, которые на восстановление тех мест, где как раз нужно для нашей деятельности. В этом, конечно, участвуют все наши общественные организации, молодежь и предприятия, которые сами изъявили желание на восстановление лесного участка в этом направлении работы. То есть лес в Якутии восстанавливается? Да. Да? Да. И по госзаданию тоже мы работаем. В этом году мы должны восстановить 150 тысяч гектаров, но по госзаданию у нас получается 7700 гектаров, которые мы уже вот конец сентября полностью выполнили. Семен Ларионович, мы затронули тему, что сегодня, да, у вас профессиональный праздник. 28 лет отмечает Минэкология Якутии. Вот у вас есть возможность поздравить своих коллег. Добрый день, уважаемые жители Республики Саха-Якутия, те, которые душой и телом заботятся о природе нашей республики и окружающей среды. Всех поздравляю с днем рождения Министерства экологии, природопользования и лесного хозяйства. 19 января 1992 года первый наш президент Республики Саха-Якутия Михаил Ефимович Николаев подписал указ о создании Министерства экологии и природопользования Республики Саха-Якутия. И в 1994 году оно был переименован Министерство охраны природы. Всех ветеранов, всех работников Министерства охраны природы, Министерства экологии, природопользования и лесного хозяйства, всех наших общественников, всех те, которые работают сейчас на восстановление и сохранение природы уникальной Республики Саха-Якутия, всех поздравляю с нашим праздником, днем рождения Министерства экологии, природопользования и лесного хозяйства. Всем желаю успехов, здоровья, счастья и благополучия. Спасибо большое, Семен Ларионович. Мы также поздравляем вас с этим замечательным днем. Спасибо. Конечно же, от окружающей среды и экологии зависит наше с вами здоровье. А в межсезонье учащаются, конечно же, заболевания ОРВИ и гриппа. Основным их симптомом является тот самый кашель. Но не всегда кашель должен быть связан именно с респираторными вирусами. О возможных причинах его и способах избавиться узнаем в нашей рубрике «Мой доктор». Доброе утро! У такого симптома, как кашель, есть причины, которые не связаны с заболеваниями легких. Первая причина – это прием лекарств от давления. Кашель, вызываемый приемом ингибиторов ангиотензин превращающего фермента энолаприл, каптоприл или зиноприл, обычно характеризуется ощущением щекотания на задней стенке глотки. Он сухой, отрывистый, длительный и может усиливаться в горизонтальном положении. Советую заменить препараты на блокаторы рецепторов ангиотензин-2 лазартан, валсартан. Вторая причина – рефлюксная болезнь. Чаще всего кашлевая реакция развивается спустя 20-30 минут после окончания приема пищи. Кашель болезненный, без мокроты и может сопровождаться отрыжкой. Кашель возникает по причине раздражения рецепторов слизисто-пищевода кислым желудочным содержимым. Прекратить рефлюкс помогут блокаторы водородной помпы, подавляющий секрет соляной кислоты, ранитидин, фаматидин и другие. Прием ингибиторов протонной помпы, регулирующий кислотность, амипрозол, пансопрозол и другие.
Третья причина – это сердечная недостаточность. Приступы обычно возникают ближе к вечеру и в ночное время при пребывании в горизонтальном положении. Во время них учащается сердцебиение, может возникнуть боль в сердце. После окончания приступа бывает кровохарканье. Совет. Консультация кардиолога, прием мочегонных препаратов. Что ж, давайте беречь себя и своих близких. Ну а чтобы не болеть, мы все знаем, что необходимо, конечно же, профилактикой заниматься. И самое главное, беречь себя в тепле, особенно вот в такое не очень теплое время осенью. И самое время, наверное, уже доставать пуховики. Но что делать, если вы обнаружили на любимой зимней куртке некоторое пятно? Не спешите переплачивать за химчистку. Возможно, вы сможете очистить ее в домашних условиях. Вывести засаленные пятна с пуховика вполне можно и в домашних условиях. Для этого можно воспользоваться дешевыми и подручными средствами. К тому же они не менее эффективны, чем магазинные средства. Сегодня мы расскажем о том, как почистить пуховик обычным хозяйственным мылом. Мыло запросто удаляет жирные пятна, при этом не оставляет разводов. Для чистки нам понадобится 70% хозяйственное мыло, губка, ее можно разделить пополам, и вода. Прежде чем приступить к процедуре, куртку нужно подготовить. Убрать все лишнее из карманов, снять капюшон. Затем губку намочить в воде, отжать, она должна быть не мокрая, влажной. Набыленной губкой нужно пройтись, сильно не втирая по засаленным участкам, внутренней стороне воротника, рукавов. Оставить на некоторое время, чтобы щелочь подействовала. И той же губкой, прополощенной в чистой воде, смыть мыло, стараясь при этом, чтобы вода не просочилась в утеплитель. Затем нужно промокнуть мокрые места тряпкой из микрофибры, либо обычным полотенцем. Сушить желательно на плечиках в вертикальном положении в хорошо проветриваемом помещении. И вуаля! Без дорогих очистительных средств и профессиональной химчистки ваша куртка вновь как новая. Напоминаю вам о том, что вы всегда можете поделиться своими советами либо лайфхаками, написав нам на WhatsApp номер, либо на Telegram-канал. Возможно, съемочная группа приедет к вам, снимет сюжет, и вы станете героем программы «Утро Якутии», и вас увидит вся республика. Либо вы можете просто отправить в текстовом документе, и мы, конечно, всегда будем рады снять небольшой сюжет именно уже по вашему сценарию. Ну а теперь давайте о хорошем. 21 населенный пункт вошел в программу для подключения к газопроводу «Сила Сибири». Об этом накануне во время прямой линии сообщил глава региона Айсен Николаев. По программе социальной газификации в Якутии уже сделано порядка 3000 газопроводов и отводов. Сейчас в республике ставят вопрос о включении дополнительных населенных пунктов, в первую очередь Ленского района, который примыкает к газовой трубе, строящейся в Кавыктинском месторождении ЧНД. А сегодня в рубрике, посвященной столетию образования и СССР, мы расскажем о истории становления именно этой отрасли в нашей республике. Доброе утро, уважаемые телезрители! Мы с вами продолжаем нашу рубрику по истории Якутии. И если мы прежде говорили об образовании, о сельском хозяйстве, то сегодня мы затронем с вами тему, которая больше приближена к теме промышленности, то есть о добыче газа. Вообще, если говорить об истории добычи газа в Якутии, то она велась, скажем так, изыскательные разведывательные работы проводились еще и в 20-30-е годы, но тогда они не увенчались успехом. Потом в 40-е годы процессу поиска помешала начавшаяся Великая Отечественная война, и новая волна, так скажем так, уже поиска этого газа началась только от 50-е годы. В 1951-1952 году у нас ведется поиск газовых месторождений на Кобяе, потом перемещается в бассейн реки Лена, вообще по всему бассейну. И вот в 1956 году, в октябре месяце, наконец-таки из якутской земли пробился первый, скажем так, фонтан газа, который положил начало открытию Усть-Вилюйского газоконденсатного месторождения.
И, естественно, после этого начали обнаруживать, вообще находить газ и в других районах республики, но все равно по большей части в этом регионе. Это у нас в 1963-1967 году, позднее. Но вот именно из того места, где был впервые добыт газ, было принято решение построить первый газопровод. И, естественно, к этому процессу подключились ученые, в том числе и знаменитый ученый Черский. И строительство первого газопровода началось в 1963 году. То есть мы говорим, это Тас-Тумус Мастах, до Якутска, Махсалавах и так далее. И в 1967 году этот газопровод дошел до города Якутска, и впервые в дома жителей города поступил газ. И это поспособствовало в том числе и обеспечению тем же самым теплом, и вообще очень много удобства вообще в жизнь горожан привнесла. Естественно, через 3 года, в 70-м году, то есть уже в это время шел процесс строительства Якутской ГРЭС на газотурбинных агрегатах, который также поспособствовал расширению того же самого электричества в городе Якутске. И в дальнейшем этот газопровод строился еще и в 70-е, 80-е годы. И в наше время, если исходить из современных данных, строительство газопровода продолжается в том числе и в Южной Якутии. Это у нас, то есть, Алданский район, Неренгринский район и в том числе и Ленский район. Естественно, конечно, обнаружение газа в республике поспособствовало мощному прорыву в развитии народного хозяйства республики. И вот даже в тех же 70-х годах добыча газа возросла до 185 миллионов кубометров. То есть это тоже является одной из самых важных отраслей народного хозяйства Якутской ССР и нашей нынешней республики Саха-Якутия. Конечно, отрадно, что поиски газа в Якутии увенчались успехом, ведь вообще любые поиски – это очень кропотливый, длинный и трудный путь. А на днях с города Ржев в Якутск вернулся поисковый отряд, который наряду с представителями других регионов России приняли участие во всероссийской акции «Вахта памяти». За время экспедиции ребята вели поиски останков солдат, которые погибли на поле боя. По пути на родину в Алдан, а ребята в основном студенты Алданского политехникума, с якутским отрядом поисковиков встретились наши коллеги. Всего за 2 недели столько длится вахта каждой поисковой группы, в которой участвуют представители с разных регионов страны. Были подняты останки 483 солдат, 38 личных опознавательных знаков, установлено 30 имен погибших. И, конечно, меня впечатлило. Просто вот это вот, сколько людей этим прям горит желанием вот это заниматься. И там находили бойцов, да, нашли их родственников. И прям видишь, что родственники очень рады этому. И я думаю, это очень движение, это прям вообще круто. Как говорят исследователи, по масштабам, территориальному размаху, количеству участвовавших войск, продолжительности и людским потерям, боевые действия в районе Ржевско-Вяземского выступа не только сравнимы со Сталинградской битвой, но и во многом превосходят ее. Среди погибших и пропавших в этих местах значатся и тысячи якутян. И поэтому даже спустя 80 лет здесь находят и устанавливают тысячи имен героев той войны. Когда ты втыкаешь в землю, и у тебя есть, получается, камень, звук камня, это такой прям звонкий, дерево такой глухой, и кость, она более глуше, чем дерево. И вот тебе надо определить, что ты нашел, и лопатой выкопать, посмотреть. Так что опыт большой, то есть с той же лопатой ты копаешь, у тебя все больше сил, особенно когда ты что-то находишь, это вообще. Ребятам из якутского отряда в этой поездке удалось установить и передать на родину останки 3 солдат. Нургалея Юсупова, 1914 года рождения, из Татарстана, Алексея Ульянова, 23 года рождения, из Тверской области, и Измаила Чанышева, 22 года, из Тамбовской области. Ребятам приходилось работать в полувоенных условиях, орудовать лопатами, минными щупами, но, как говорят сами ребята, опыт и навыки, полученные во время поисковой экспедиции, были для них бесценными.
И теперь у них появилась даже идея организовать свой собственный отряд. В ближайшее время мы организуем свой поисковой отряд на базе техникума, который уже будет чем-то финансироваться, чем-то поддерживаться. И от этого уже будем идти. От этого будет уже легче, будет уже собрана команда. Это на самом деле очень интересно. Тяжелая работа, но почетная. В этот раз поездка якутского отряда поисковиков была организована Республиканской ассоциацией ветеран и ресурсным центром социальной защиты «Победа» на средства гранта главы Якутии. По словам организаторов, ежегодно в разные регионы страны из Якутии отправляется 2-3 отряда. Ребята во время этих поисков узнают многое и открывают для себя неизвестные страницы истории страны. 2 недели участвуют в разных мероприятиях, и совсем другие ребята возвращаются. Они уже изнутри, прямо душевно, они уже свои патриотические чувства уже у них разбужены, уже такие возвращаются. Совсем другие дети. Бок о бок с якутянами работали поисковики из Донецкой Народной Республики. И в разговорах с ними многое для ребят стало очевидным, как и страницы истории 80-летней давности, к которой они в этой поездке прикоснулись буквально руками. Мы должны защищать свою страну. Если присоединится ДНР, ЛНР, и мы обязаны, мы в запасе, мы должны это делать. Я готов, придет повестка, пойдем. Туяра Филиппова, Виктор Дичковский, Якутск. Каким благим делом занимаются ребята из Алданского политехникума. Действительно, мне кажется, подобными ребятами может гордиться вся страна. Ну а в частности, конечно же, их семья. Потому что, мне кажется, не каждый ребенок вообще имеет тот самый патриотический дух, а именно его, мне кажется, должны внедрять и воспитывать с малых лет родители в своих детях. Ну а сейчас давайте поговорим именно о семье. С появлением третьего ребенка семья становится многодетной. Ей полагаются льготы и пособия, связанные с детьми. Какие выплаты можно оформить через МФЦ, расскажет аналитик Центра «Мои документы» Иванна Корякина. Иванна, доброе утро. Доброе утро. Какая семья вообще относится к статусу многодетной? Многодетной признается семья, если в семье воспитывается 3 и более детей до 18 лет. При обучении в образовательных организациях детей в очной форме обучения до 23 лет. А вот такой вопрос еще. Должна быть полная семья, то есть мама и папа, или же возможен один родитель? Возможен один родитель. Один родитель, и он все равно признается многодетной? Да. Хорошо. Как можно получить удостоверение, если, допустим, кто-то еще этого не сделал при наличии 3 детей? Получить удостоверение, чтобы получить удостоверение, родителю либо родителям, необходимо собрать нужные документы. Это как паспорта, фотографии обоих родителей, свидетельство о рождении всех детей, либо свидетельство о заключении брака. Чтобы получить заявление, можно подать через МФЦ. Также услугу можно оформить электронно через региональный портал e-yakutia.ru. А этот статус, он как долго длится, пока ребята не завершили это очное обучение? Да, в том числе вообще статус зависит, сколько семей несовершеннолетних детей воспитывается. Если старшему ребенку из 3 детей исполнилось 18 лет, то семья теряет статус многодетной. Но срок можно продлить, и если совершеннолетний ребенок учится по очной форме обучения в ВУЗе или в техникуме, либо еще родился 4-й ребенок в семье, тогда статус продлевается. Но нужно будет также заявление подавать на продление каждый год с предоставлением документа основания. Это либо справка с места учебы студента, либо свидетельство о рождении новорожденного. Но мы знаем, что в последние годы вообще Россия, в частности правительство, уделяет огромное внимание именно социальным выплатам для многодетных семей. На сегодняшний день какие выплаты можно оформить именно через многофункциональный центр? Начну с того, что выплаты бывают единовременные, ежемесячные и ежегодные. Ежемесячно назначается на 12 месяцев, продлевать срок нужно каждый год. Также назначение некоторых детских пособий зависит от среднедушевого дохода семьи.
Сейчас расскажу выплаты, которые назначаются вне зависимости от дохода. Это такие, как единовременное пособие при рождении ребенка. Назначается при условии, если оба родителя не работают, официально не трудоустроены, либо являются студентами. Также ежемесячное пособие по уходу до 1,5 лет назначается одному из родителей, который осуществляет уход за ребенком. Далее государственный материнский капитал, если в условии то, что ранее право не возникало при рождении второго ребенка. Государственный материнский семейный капитал, семья с рождением на 3-го и единовременная выплата в размере 30 000 рублей целевого капитала дети-столетия, если в семье есть ребенок, рожденный с 1 января по 31 декабря этого года и был выдан целевой капитал. Далее у нас перечислены выплаты, которые назначаются, если среднедушевой доход семьи не превышает величину прожиточного минимума. Это ежемесячное пособие на детей, назначается на каждого ребенка до 16 лет, либо до 18 при условии, что ребенок учится в школе. Компенсационная выплата многодетным семьям на приобретение школьной формы. Оформляется выплата 1 раз в год, каждому школьнику выплачивается. Ежемесячная выплата с рождением 3-го ребенка или последующих детей выплата вообще выплачивается до исполнения 3 лет 3-му ребенку, но продлевать выплату нужно каждый год. Далее выплата от 3 до 7 лет включительно. И вот новая выплата этого года от 8 до 17 лет. Тоже ежемесячно нужно каждый год продлевать. То есть выплат достаточно много, да. И главное в них не запутаться, главное их все правильно, грамотно оформить и, соответственно, получать. В этом помогает ваш центр, правильно? Да, все верно. Проще не запутаться, лучше прийти к вам, и вы, соответственно, все заполните, все сделаете, и потом спокойно можно получить все положенные выплаты, да? Вообще, где можно получить подробную информацию, если, допустим, телезритель сейчас только половину услышал, да, и поподробнее хотел бы узнать? С подробной информацией, вообще с суммами, да, с документами необходимыми, которые требуются, можно ознакомиться на официальном сайте mfc-saha.ru. Также, помимо этого, у нас есть полезные сервисы на портале МФЦ. Это как электронная книга для мам, есть методички, вот как именно какая выплата с рождением какого именно ребенка положена, то есть, да, это прям суммы, какое ведомство оказывает данную какую-либо услугу, там информация вся есть подробная. Также вышеперечисленные пособия можно оформить электронно, они все выведены, да, на региональном портале Е-Якутия, но при условии, если у мамочки, либо у одного из родителей имеется подтвержденная учетная запись на госуслугах. Иванна, спасибо большое за полезную информацию. Мы желаем вам доброго утра и хорошего рабочего дня. Тоже. Спасибо. Ну а сейчас, дорогие наши телезрители, мы передам слово нашим коллегам из новостного отдела. Коллеги, доброе утро. Доброе утро, Якутия. Вы смотрите новости. Ряд объектов наружного освещения на автомобильных дорогах регионального и межмуниципального значения в Якутии ведут в этом году по нацпроекту «Безопасные качественные дороги». Укравтодор Республики планирует установить более 23 километров уличного освещения. На днях введен в строй объект в селе Тасу Вилюйского района, где проходит автомобильная дорога Эдиген. Всего установлено 54 опоры со светильниками, а общая протяженность составила более 2 километров. Это второй объект, сданный в текущем году. Ранее в апреле в поселке Сангар дорожники сдали больше 3 километров уличного освещения. В октябре ожидается завершение аналогичных работ на автодорогах Харбалах и Битюн в 3 транзитных населенных пунктах Таттинского и Амгинского районов. Помимо этого, в рамках реконструкции автодороги НАМ в черте Якутска дорожники сдадут более 7 километров наружного освещения. Укладку асфальта на проспекте Ленина в Якутске на отрезке улицы Кулаковского-Дзержинского завершат до 10 октября. До 10 октября, максимум до 15 октября с Кулаковского до Дзержинского асфальт должен быть положен, сообщил глава республики Айсен Николаев. Глава региона подчеркнул, что работы не ограничиваются лишь укладкой асфальта. Необходимо установить объекты дорожной инфраструктуры. Скорее всего, будет так. Закончится асфальтирование отрезка Октябрьская-Кирова, откроется движение. Никого подгонять не хочу, но надо, чтобы работы проводились качественно и с умом, отметил глава.
В Амге состоялся круглый стол Координационного совета предпринимателей района. На сегодня в Амге числится 594 предпринимателя и 300 самозанятых. Из них 126 занимаются сельским хозяйством. В ходе круглого стола были обсуждены важные на сегодняшний день вопросы, в частности, действия предпринимателей на случай призыва по мобилизации. Всем участникам круглого стола были озвучены инструкции, подготовленные Министерством предпринимательства и Центра «Мой бизнес». Кроме этого, предприниматели задавали интересующие их вопросы, касающиеся импортозамещения и поиска новых поставщиков взамен ушедших из России фирм. Рассказываем, консультируем нашим предпринимателям, если они получат повестку и дальнейшее развитие как будет бизнеса. И хочется отметить, что Центр «Мой бизнес» запустил курсы, экстренные, можно сказать, чтобы обучить жен предпринимателей, родственников, на кого останется бизнес. В этих целях мы проводим круглый стол и информируем наших предпринимателей. Якутский производитель кемперов выпустит зимнюю модель. По словам представителей компании, якутский кемпер сможет выдержать морозы до минус 55 градусов. Сегодня резиденты технопарка Якутия являются единственным производителем домиков на колесах по всему Дальнему Востоку. При этом их продукция отличается не только повышенным функционалом, но и отечественной сборкой. Как утверждает основатель компании Маркель Буртахов, санкции никак не повлияли на производство кемперов, поскольку все комплектующие создаются здесь, в Якутии. В будущем у компании есть планы по расширению рынка сбыта на Дальний Восток, однако по-прежнему главная цель Саха Кемпер – развитие туризма в родной республике. Стандартные маленькие кемперы оснащены спальным местом. Сам модуль имеет кухонный модуль. Сзади есть кухня, сверху расположена палатка для дополнительного размещения людей. И можно всей семьей в составе 5 человек отдыхать спокойно на кемпере. К этому часу пока все. Но развитие событий смотрите в наших следующих выпусках. Отличного дня! Доброе утро, дорогая республика! Мы желаем вам прекрасного настроения. Если вы только открыли свои глаза, предлагаем пробудиться сегодня вместе с нами. И напоминаем, что вы смотрите «Утро Якутии» ежедневно на телеканале «Якутия-24» и НВК «Саха». Ну, сейчас хотелось бы поговорить немножко об увлечениях людей, и действительно их бывает очень много. Так, 25-летняя художница из Новосибирска Анастасия Шейкнех способна оживить воспоминаниями вот такими своими руками и сделать миниатюрную копию комнаты из детства или воссоздать интерьеры из любимых фильмов, мультфильмов, а также телешоу. Тот самый микромир представляет собой маленькую миниатюру в специальной коробочке, которую можно поставить даже на полку для книг. Такая техника или такая подделка называется букнук. Зал на тракторке. Надо же такое придумать. Жительница Новосибирска Анастасия Шейкнехт изготавливает необычные сувениры – нукбуки. Это миниатюрные копии комнат из известных произведений. Среди ее работ – залы из книг про Гарри Поттера, миниатюры из мультфильма «Шрек», вагон поезда мультипликационного фильма Хаяо Миядзаки «Унесенные призраками». Я работала на заводе 2 года. Чертежи чертила. Но пора было уходить оттуда. И я особо-то ничем не хотела заниматься, сидела дома, и вот хобби у меня это было. И муж сказал: давай-ка снимай хотя бы, чтобы ты тут не погибала на диване. И оно так быстро всем понравилось в интернете, что я это не прекращала. Анастасия начала увлекаться созданием нукбуков несколько лет назад. Тогда девушка работала на заводе и занималась изготовлением миниатюр только для себя, в качестве хобби, самостоятельно обучаясь и ища подручные материалы. Первые нукбуки девушка дарила родственникам и друзьям, которые отмечали ее талант. Я подарила папе на день рождения первую работу. Он сначала не понял, что это вообще такое. Я говорю: это на книжную полку поставь, вот камин будет у тебя стоять. Он скидывал фотографии родственникам, друзьям, и все говорили: а где это вы еще одну комнату построили? Думали, что она настоящая. Потом я сделала маме на день рождения
по тому же пути пошла. И то же самое, восторг у всех, все радуются. Но я зарядилась позитивом, начала делать их больше. Кружечку поставим в честь дня рождения. Все приклею и отправлять буду. Супруг девушки посоветовал ей попробовать выкладывать работы в интернет, чтобы показать свое творчество большему количеству людей. Вскоре миниатюры Анастасии привлекли внимание зрителей в различных социальных сетях. Так мастерица начала изготавливать ноутбуки на заказ. Я делала около месяца первую работу. Не знала, как, из чего, и поэтому мороженое много ела, чтобы палочек накопить себе. Оказалось, что это очень просто и очень интересно, поэтому я решила, что это будет мое увлечение. Сложности возникают, когда мне скидывают фотографии старых комнат, а это может быть одна фотография какая-нибудь, на которой ничего не видно. И приходится восстанавливать. Мне заказчик рисует сверху вид, как мебель расположена, ищет что-то в интернете, недостающую мебель. И вот самое страшное, если на фотографии я видела паркет, елочка. Потому что придется мне вот так лепить это все. Популярность и большое число заказов Анастасия обрела благодаря видео со своими работами в ТикТок. Среди ее заказчиков солист группы «Руки вверх» Сергей Жуков. Мастерица также поделилась, что очередь из заказов на ее работы расписана до февраля. Нередко люди просят Анастасию воссоздать комнаты, с которыми связаны личные воспоминания. Вот эти эмоции люди получают, это в подарок дарят. И вот эта ностальгия, они держат в руках вот эту комнату, это как 3D-фотография получается, и у всех слезы наворачиваются. В ближайшем будущем девушка планирует воссоздать комнаты из списка 250 лучших фильмов всех времен. Например, тюремные камеры из «Побега из Шоушенка» и «Зеленой мили», автобусную остановку из «Форест Гампа» и помещение из других картин. Анастасия также хочет завести канал и развивать его. Какая кропотливая работа у Анастасии, действительно, прям диву даешься, да, когда видишь такие мелкие детали, и все сделано с любовью. И вот тот самый букнук, возможно, для кого-то из вас, дорогие друзья, может стать такой некой отдушиной, если у вас есть очень много свободного времени. Но ведь, как показывает практика, зачастую творить что-то своими руками возникает именно тогда, когда у тебя есть свободное время, как, например, у молодых мамочек. Ведь действительно, пока твой младенец спит, хочется что-то сделать. Но не всегда ведь ребенок бывает спокойным и спит по 10 часов в день. Так, ученые предлагают действенный способ, который называется «погуляй да посиди». Во-первых, просто взять ребенка на руки вряд ли оптимальная идея. Как правило, это лишь часть проблем. И самое главное, это увеличивает частоту сердцебиения малыша, а вместе тем это еще больше его беспокоит. А вот если с ребенком на руках немного прогуляться, его сердце наоборот станет биться несколько реже, и младенец легче заснет. Достаточно всего 5 минут такой процедуры, и ребенок, даже который постоянно плакал, надрывался и рыдал, будет готов из объятий родителей перебраться в объятия Морфея. Разумеется, если его крик не был вызван каким-либо недомоганием. Все просто. После прогулки с ним еще нужно посидеть в течение 5 минут, закрепив тем самым предыдущий расслабляющий эффект. В таком научном эксперименте участвовало 13 взрослых пар с младенцами. 9 детей успешно заснули, когда к ним применили методику «погуляй да посиди». Дорогие друзья, мне кажется, замечательный совет для молодых родителей. Запомните, погуляй да посиди. Ну а перед тем, как выйти на улицу сегодня, мы предлагаем еще раз поговорить с вами о погоде. В центральных районах температура воздуха на 6 часов утра была на отметке 0 градусов. В Заречной группе 2 градуса ниже 0. В южных районах до -3. В Вилюйской группе 4 градуса ниже 0. В Нижнеленских 0. В западных районах до -3. В Колымендигирской группе улусов 5 со знаком минус. В Янских районах до -3. На северо-западе 0 градусов.
В Якутске температура воздуха на 6 часов утра была на отметке 0 градусов. Атмосферное давление 747 миллиметров ртутного столба. Ветер западный 1 метр в секунду. Сегодня днем преимущественно без осадков. Ветер северо-западный 3,8 метра в секунду. Температура воздуха ожидается до плюс 4 градусов. Дорогие наши телезрители, так что не пугайтесь. Возможно, кто-то из вас сегодня утром еще увидел тот самый снег и подумал, что все, зима наступила. На самом деле сегодня ожидается до плюс 4 градусов, а значит, зима еще за горами. Поэтому наслаждайтесь последними осенними днями, проводите побольше времени на улице. Ну и самое главное, одевайтесь потеплее. Ну а мы на этом завершаем наш утренний эфир. Мы не прощаемся. Завтра в это же время на телеканале Якутия-24 НВК Саха мы вновь будем рады встречать этот новый день с вами. Ну а на этом я прощаюсь с вами и, конечно, желаю всем потрясающего утра и доброго, прекрасного настроения.